Это просветительский блог Михаила Кучинского, который посвящен работе сознания, поведению человека и природе бытия. И сегодня я хотел бы затронуть тему, интересующую наверняка каждого. Бог. Для того, чтобы свободно об этом говорить, нам надо создать какой-то вопрос. И я сформулирую вопрос следующим образом. Что такое Бог в человеческом сознании? Все знают, что Бог – это очень древнее образование внутри психики. Мы не знаем, когда человек впервые задумался и произнес это понятие. Но мы точно знаем, что одухотворение природы существовало с самых ранних времен человеческой истории. У Бога огромное количество имен. Говорят, что когда люди назовут последнее имя Бога, Вселенная прекратит свое существование. Давайте понимать, о каком Боге мы говорим. О старике, который сидит на облаках, или о какой-то метафизической сущности. Меня интересует другое. Меня интересует, кто такой Бог в человеческом сознании. Человеку с этим миром необходимо было как-то налаживать контакт, как-то осознавать его. И тогда он начал этот мир одушевлять. Человеческое сознание воспринимало Бога в антропоморфной форме, то есть человекоподобной, и зооморфной форме, то есть звероподобной. А также человек воспринимал Бога как нечто высшее, управляющее им, влияющее на его жизнь. Можно смело сказать, что Бог эволюционировал вместе с человеком. Человек способен постигать Бога при помощи чувств и при помощи разума. Как правило, человек наделяет этим понятием те свои чувства, которые не поддаются осознаванию и описанию. Либо те природные, физические и космические явления, которые он еще пока что не способен осмыслить. И чем шире сфера человеческого познания, чем обширнее опыт, тем более сложным становится и само понятие. Получается, что постижение этого мира делает Бога более сложным. Если учитывать, что сознание постигает себя через проекцию на внешний мир, то можно сказать, что Бог – это все, что находится за чертой познания и обладает характеристикой бесконечности. Исследование доктора Тимоти Лири говорит о том, что природа человеческого сознания психоделична, то есть вмещает в себя все и одновременно, и даже противоречивые понятия. То есть Бог – это некое понятие грандиозности и источника всего бытия. Поскольку мы лишь предполагаем, что было до начала мира, и поскольку мы не знаем, что лежит за границей нашего познания, и ту, и другую пустоту мы называем понятием Бог. И оно объемлет все. Но наступает новое время, и человечество постигает все более и более сложные механизмы природы бытия. И человек уже не относится к Богу как к зооморфному или антропоморфному понятию. Но кто в этом процессе постижения мира является наблюдателем? Именно человеческое сознание. А может быть, божественное сознание, проявленное через человека. И вообще без разницы, человеческое или божественное сознание. Именно сознание смотрится в этот мир как в зеркало, и в его отражении видит собственную божественность. И если следовать этой логике, то получается, что мы все Бог. Это что же, мы обладаем все безграничными способностями познания этого мира? Похоже, что так. И человечество прошло стадии от примитивного восприятия Бога как нечто, влияющего на него извне, через восприятие Бога как некоторого закона бытия, до понимания того, что оно само создало это понятие. То есть можно сказать, что человеческое сознание вынесло это понятие изнутри себя и спроецировало на весь мир. И, осознав собственную безграничность, способно вернуть это понятие обратно себе. То есть пришло время возвращать себе собственную божественность. А это значит мыслить не только рамками «я», а еще и рамками этого мира и Вселенной. Вы здесь можете сказать, ну, ты, приятель, загнул, конечно. Нам бы детей накормить, нам бы работу найти, нам бы пожить. Но вопрос не в том, чтобы не жить, не воспитывать, не любить, а в том, чтобы делать это как Бог. А что это значит, как Бог? А это значит чувствовать, что ты способен своим сознанием влиять на всю эту окружающую тебя действительность. То есть быть ответственным за собственное сознание. За то, какими категориями и моделями я пользуюсь в своем рассуждении. Вообще Бог – это очень практичная штука, дающая вам внутреннее разрешение действовать. Действовать без тени сомнения, руководствуясь чувством любви. Спасибо, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, свои вопросы присылайте на почту, которая находится в описании видео. С вами был Михаил Кучинский на канале Абракадабра. Всем привет!